конечно, судить об армяно-российских отношениях только по заявлениям, которые прозвучали не только в Ереване, но и в Москве. В январе, когда посетил Москву министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. И вообще по заявлениям, которые звучат из уст армянских разных чиновников, иногда и, так скажем, в большинстве случаев оценивающиеся как антироссийские заявления. Судить об армяно-российских отношениях по этим только заявлениям, я думаю, не так уж продуктивно. И эти заявления не отражают ту глубину, которая есть в этих отношениях в свете этих больших перемен, которые происходят в мире целом. И, конечно же, армяно-российские отношения не могли стоять рядом в связи с этими переменами, и они тоже должны меняться. Армяно-российские отношения просто меняются, проходя через большую кризисную фазу. Думаю, в этих отношениях по-прежнему есть тактические разногласия по многим вопросам, но нету стратегических разногласий. И противоречия, и стратегические, так сказать, взаимопонимания обусловлены просто политическими интересами и России, и Армении, и в частности тоже политическими интересами властей Армении. Мне трудно судить, закрыта ли тема Карабаха в армяно-российском диалоге. Во всяком случае, в публичном плане мы можем судить по тому, что Ереван пока еще, хотя фактически потерян весь Карабах, фактически не действуют все пункты совместного заявления от 9 ноября 2020 года. Но во всяком случае ни Ереван, ни Москва не заявляют о том, что больше не существует это заявление, больше не существуют трехсторонние форматы, трехсторонние договоренности. Мы можем в публичном плане судить по этому. Вот Лавров в Ереване опять-таки сделал ссылку на эти трехсторонние договоренности, говоря, что Россия может по этим инициативам помочь армяно-азербайджанскому урегулированию. Я думаю, вообще-то вопрос Карабаха — это более глубинный вопрос в геополитическом плане, и судить об этом по армяно-российским отношениям, я думаю, тоже будет немножко, так сказать, не глубинно. Потому что этот вопрос может и не быть в армяно-российских текущих отношениях. Но, скажем, во время Советского Союза почти 70 лет тоже не было такого вопроса. И вдруг меняется силовой баланс, меняется ситуация, геополитическая ситуация, и вопрос встает. Так что, если мы будем говорить о том, закрыт ли вопрос Карабаха или не закрыт, надо иметь в виду, что это вопрос, связанный с геополитическим балансом сил. Если этот баланс сохраняется таким, какой есть, скажем, после Второй Карабахской войны, после 2020 года, то, конечно, этот вопрос, так сказать, будет долгое время закрытым. Поменяется баланс сил? Вполне возможно, что вопрос снова будет вставать.